Привет, Марат. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в судьбу или ты считаешь, что мы сами являемся кузнецами своего счастья? Не, ну как, мы по сути сами определяем, кто мы, кем будем и так далее, но я думаю, без чуточки фарта все-таки ничего не получится. Привет, меня зовут Ляна. Существует ли судьба или мы сами являемся кузнецами своего счастья? Мы сами являемся кузнецами своего счастья, все зависит от нас самих. Я считаю, что судьба, есть. И мне кажется, если судьба на самом деле познакомиться с кем-то, пообщаться, все у нас не просто так происходит, в этой жизни. И знакомства, и даже вот в штабе проходят знакомства, приходят люди разные и знакомятся, общаются. Даже здесь встречают всех своих людей, с кем учились, с кем там родственники. Они говорят: ой, и ты тоже ходишь в штаб, и ты здесь. У нас здесь очень разные интересные истории были. Мне кажется, судьба, она есть, и не надо ее упускать. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в судьбу? В судьбу, да, но в любовь с первого взгляда нет. Ну, это такой сложный вопрос, на него быстро не ответить. Так что, можно сказать, верю. Судьба точно есть и часто подсказывает, куда тебе нужно идти. Например, сегодня я должна была быть на другом мероприятии, и я выбрала его, и потом в последний момент мне Гузель пишет: мы тебя ждем. Я такая: все, я еду к вам, и понимаю, что, наверное, я выбрала правильное решение. Я верю вообще. Случайности, они не случайны, абсолютно точно. Меня зовут Камиль. Слушай, а веришь ли ты в судьбу? Я считаю, наверное, это действительно такой сложный вопрос. И судьба, наверное, случается с теми людьми, и определенные события происходят по закону судьбы, когда, наверное, человек ничего не делает. А когда человек что-то делает, предпринимает, строит какие-то планы и движется по намеченному пути, то уже жизнь свою выстраивает не по судьбе, а по своим планам. Гузель, как ты считаешь, есть ли судьба? Или все же мы сами являемся теми, кто кует счастье свое? Я считаю, что есть судьба. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в судьбу? Да, определенно верю, потому что если бы я, например, не встретила в лагере людей, моих друзей, то я бы не попала сюда, не поступила бы в Москву и так далее. И поэтому я верю, что нас судьба свела. А ты случайно не из Казани? Из Казани. Здорово, я тоже. Как ты думаешь, судьба больше проявляется в межличностном общении или она также влияет и на наши карьерные пути и так далее? Мне кажется, это межличностное общение, но при этом карьерные пути тоже влияют. Потому что судьба — это какая-то высшая сила, которая определяет вообще всю нашу жизнь. Но при этом надо всегда прикладывать усилия. Сабир, ты веришь в судьбу? У нас все предписано, но мы все равно делаем, как уже должно быть. Что предписано, оно предписано скорее как судьба, или это идет все-таки от Бога? Да, Всевышний. Я считаю, что да, есть судьба, но это не то, на что нужно всегда опираться и делать какие-то свои решения, делать выводы только исходя из нее. Мы влияем на то, как будет идти наша дорога, но есть какие-то силы внешние, от которых зависит много, и на это мы повлиять не можем. Я считаю так. А считаешь ли ты, что это напрямую связано с религией, с верой в Бога? Да, безусловно. А ты больше говоришь про межличностные отношения или все же дело касается и карьеры, и, не знаю, каких-нибудь там хобби даже? Не знаю, ты по-любому же бывало такое, что происходит что-то, что когда бы не должно было происходить, оно просто происходит непонятно почему. Судьба не иначе. То есть тут как про карьеру, так и про какие-то знакомства внезапные, которые потом перерастают во что-то грандиозное и так далее. Просто многие верят в то, что все случается только потому, что ты сам к этому приходишь. То есть ты делаешь что-то, что повлияло на следующее событие, и это приводит тебя к той точке, в которой ты сейчас находишься. Или все же это... Не знаю, мне кажется, каждый во что-то верит, потому что, если ты не веришь ни во что, то ты, очевидно, ничего не сделаешь. То есть ты в любом случае во что-то веришь, эта вера тобой двигает. Да. То есть, под нее ты подгоняешь какие-то моменты, и, так сказать, судьба как-то тебе помогает в этом. Разные моменты могут быть и в профессиональной деятельности, если судьба тебе работать в профессии, например, журналиста, и значит, ты будешь работать. Если, конечно, ты можешь поменять этот выбор,
Если тебе не нравится, то ты можешь перепрофилироваться и как бы попробовать другую сферу, да. Но бывает такое, что типа эта сфера тебе, ну, ты изучаешь ее, потом понимаешь, что это не твое. И возвращаешься опять в то, что у тебя выбрала судьба. Но все-таки здесь уже как будто бы идет симбиоз такой судьбы и нашего волевого решения. Да, я так думаю. Многие здесь отвечали, что вот какие-то события происходили очень неожиданно, и мы как будто бы сами не могли на это никак повлиять, и говорили о том, что это судьба. Как можно это описать и оправдать? Не знаю, мне кажется, хоть когда-то и были задатки на работу над этой неожиданностью, и, возможно, это даже была какая-то мечта, которая на самом деле просто забылась, и что вообще случайности, они не случайны в любом случае. Мне кажется, мы сами строим свою судьбу. Если все в наших руках, мы можем все сделать сами. Ну, то есть судьба — это комплекс наших действий. Это не что-то извне, это именно то, чего мы сами построим. Если мы сами не постараемся, у нас ничего не получится. А как ты думаешь, где это больше всего проявляется? Вот в межличностных отношениях или в построении карьеры, или в самореализации? Предписание? Да. Во всем, я считаю. Во всем. А можем ли мы как-то повлиять на то, что предписано нам? Мы не можем изменить то, что сделал Всевышний. Но это не значит то, что мы, допустим, не можем из грешника превратиться в праведного. Или наоборот. Мы все равно можем жить, как выбираем. У судьбы есть много путей, которые она тебе уже предписала. И ты идешь по какой-то из них, и исходя из этого опять все меняется. То есть есть какие-то судьбоносные именно встречи или судьбоносные события? Ну, ключевые моменты, наверное, есть, да, какие-то в жизни. Ну, я считаю, что это семейное, то есть, как ты сказала, уже кого-то мы находим, наше предназначение в работе, и, в принципе, как я считаю, что мы рождаемся, что-то предначертано уже, что-то мы можем, естественно, менять своими поступками, но путь, который мы пройдем, он уже как бы прописан. Судьба, она больше проявляется в межличностных отношениях, то есть ты находишь каких-то людей, или все-таки она проявляется больше в событиях? Возможно, даже от наших действий, от некоторых ничего не зависит. А так складываются обстоятельства, что люди встречаются, люди заинтересованы друг другом и продолжают общаться. И тут в штабе татар определенно очень много людей, которые потом создадут прекрасную семью и будут жить очень долго. А нужно ли разделять Всевышнего и судьбу? Да. 100%. Как тебе в целом обстановка, атмосфера в штабе? Вообще очень душевно, на самом деле здорово, что это проводится. И сейчас все же в интернете, в телефонах, а здесь есть возможность лично пообщаться, прикоснуться к телу, так скажем. И это очень важно. Как думаешь, стоит ли как-то развивать именно такие сообщества, основанные на национальном признаке, или все же стоит как-то больше организовывать такие мероприятия по интересам, или все же национальный признак является таким самым крепким? В этом случае здесь, в этом сообществе точно, а сообщества по интересам, их и так много, их можно найти и прийти, а здесь, все-таки люди соединяются по крови, так скажем. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты первый раз в штабе? Да, первый раз. А как тебе впечатление? Мне очень нравится такая атмосфера татарская, татарские песни, как будто бы окунулась, как будто бы приехала в свою деревню, общаюсь с татарами, потому что в Москве очень мало с кем можно, потому что мы живем в таком обществе. И когда ты приходишь сюда, такое тепло веет от этого места. Я тебя очень хорошо понимаю. Ты откуда, из какого? Я из Нижегородской области, село Рябушкино.